Крымские пейзажи, уютные, завораживающие уголки полуострова, старинная традиционная архитектура. Крымский художник Октябрь Федотов уделял особое внимание крымско-татарскому наследию, стремился сохранить его национальный колорит на своих полотнах. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия в Ахмеджите открылась выставка «Крымские просторы», посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного художника Крыма. Бүгін әлбетте бұл сергиде оның эпсі дегел, ама 50-ден зияде ресімлері көстерілді. Ve bu resimlerde bizim hem Kırım manzaraları, hem Kırım Tatar köylerin, eski Kırım Tatar köylerin manzaraları gösterildi. Eski evçikler, böyle güzel Kırım'ın köşeleri. Elbette halkımızga aslında böyle çok yakın bir insan edi, dostumuz edi. Ve onun kızı geçen sene müzeyimizge 90'a yakın eser bağışladı, böyle hediye etken edi. Ve kısmet olsa ayrı böyle bir sergide daha terin göstermege, öğrenmege olacak onun icadını ve Kırım'ın tarihini, Kırım'ın sanatını, Kırım'ın köylerinin tarihini öğrenmek için bayağı meraklı материаллар бар. Крымский художник-живописец Октябрь Федотов родился в 1933 году в Новосибирске, но с 4 лет жил в Крыму в Ялте. В период войны семью эвакуировали. Со временем Октябрь Федотов с матерью вернулись на полуостров и жили в Кучук-Узень, где у юного живописца и родилась страсть к крымским пейзажам. Окончив Крымское художественное училище, Федотов стал членом Национального союза художников Украины. Большой интерес мастер проявлял к прошлому Крыма. Много ездил по полуострову в поисках сохранившихся памятников архитектуры. По фотографиям 60-70-х годов он воссоздал колорит утерянного крымско-татарского Крыма. Он всегда говорил, что ему хочется запечатлеть уходящее мгновение, остановить то, что уходит каждую минуту безвозвратно, на своем полотне запечатлеть. Отец любил культуру не только крымско-татарскую, но ему именно вот это было то, что где-то в глубине души его лежало. Именно не случайно он еще в молодые годы заинтересовался тем, что эта культура может уйти бесследно. Именно это, я считаю, большой вклад в то, что культура жива и развивается. Первое знакомство произошло в селе Кокозы Соколино. Он обратил внимание, что я пишу домики, причем традиционные татарские домики, традиционной архитектуре. Вот. У него оказалось очень много фотографий, там 300 мечетей, альбом 300 мечетей Крыма. Потом слайды сел, слайды Черкес-Кермена в процессе уже разрушения, когда уже сносили это село. И он уже снимал, когда уже остались последние там дома, мы уже знаем, что там нет ничего. Богатое наследие художника Октября Федотова, его картины и уникальные фотографии сотрудники Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия собрали в одном альбоме «Октябрь Федотов. Живопись. Фотография». Его презентация состоялась в рамках выставки. Это на сегодняшний день более фундаментальная работа об Октябре Федотове. Часть, которая подарена дочери картин, это, естественно, является основой. Мы написали письма по нашим музеям из их коллекции. Тоже поступило обращение, и они откликнулись. Они тоже дали из своих фондов работы Октября Петровича. Из частной коллекции тоже откликнулись. Работая над альбомом, я исследовал разные периоды его направления в жизни. Он на начальном этапе также искал свой стиль, свою тему. И это прослеживалось. Он, если начал в 50-е годы, самая его близкая тема – Восточный Крым. Была проведена большая работа работников музея. Я увидела ту большую любовь, которую передал художник в своих работах. Это отображена природа Крыма и его архитектура. И всегда, когда бывает, художник работает над картинами, он передает часть своих эманаций, эмоций. И здесь видно большая, открытая любовь к Крыму, к крымской природе, к крымской архитектуре и крымским татарам. Выставку картин Октября Федотова в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия можно посетить до 24 апреля.